Юбилей республики, скачки на Акбузате и крымские каникулы для школьников из Сибая. Здравствуйте! В прямом эфире на телеканале БСТ «Итоги недели». С вами Азат Самирханов, и вот главные темы нашей программы. Вошли в новое столетие. Байрам Менен, Алга, Башкирия. Башкортостан отметил вековой юбилей, за счет чего нынешний будем делать золотым. Мы уверены, что наша республика будет успешной, экономически сильной. В правительстве республики планируют создать особую экономическую зону. Заявку уже готовится представить в Федеральном кабинете министров. Первая автономия. Было очень сложное время, которое, может быть, даже современный человек не вполне в состоянии осмыслить. Как закладывалась основа федерализма в России и почему историки отводят здесь ключевую роль советской Башкирии. Об этом расскажет гость программы Рамиль Рахимов. УГНТУ в Персидском заливе. Мы надеемся на согласование, на соглашения, важные для наших стран. В Арабских Эмиратах планируют открыть филиал Уфимского нефтяного. На базе БашГУ создадут федеральный университет. Пока жители республики встречали юбилей, власти провели ряд важнейших переговоров с федеральным центром и зарубежными партнерами. Наши двусторонние отношения очень хорошо развиваются во всех областях. В финале Востока. Салават Юлаев смел с пути к Кубку Гагарина фаворита конференции. Пусть в этом году выиграет Салават Юлаев. Алга, Салават Юлаев, Алга, Башкортостан. Губернаторы за юлаевцев, эксперты, которые не ставили на Уфу на старте плей-офф, теперь отдают ей предпочтение. Я верю теперь в Салават, переобулся на лету, на ходу. Итак, накануне состоялось главное событие не только уходящей недели, но и всего года. Мы встретили вековой юбилей республики. 100 лет со дня образования первой в России автономии. Со знаменательной датой жителей Башкортостана поздравил президент Владимир Путин. Это событие стало важным этапом в истории национально-государственного строительства в нашей стране, сыграло значимую роль в судьбе Башкортостана, способствовало его экономическому развитию, сохранению самобытных традиций, богатого культурного, духовного наследия проживающих в республике народов, говорится в стенограмме. На праздник в Уфу прибыл полпред главы государства в ПФО Игорь Комаров, который отметил высокие темпы социально-экономического развития региона. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала Башкортостан ключевым субъектом и выразила уверенность, что команде Радия Хабирова по плечу масштабные задачи. А поздравляя жителей республики с юбилеем, и вовсе заговорила на башкирском. Вторили ей и губернаторы российских регионов. Слово Максиму Окуневу. Гашение юбилейных марок – это не точка, а символическое многоточие. Фойе концертного зала «Башкортостан. История республики» как на ладони. Редкий случай, когда легендарное сарматское золото под конвоем вывезли из этнографического музея, чтобы его увидели многочисленные гости, в числе которых спикер Совета Федерации. Валентина Матвиенко поздравила жителей с юбилеем региона и отметила, что Башкортостан – это редкий самоцвет в ожерелье России. Даже пчелы, которым мы благодарны за чудесный мед, отличаются не только трудолюбием, но и весьма воинственным характером. Желаю благополучия и процветания республики, мира, счастья, новых успехов, всего самого доброго и светлого. С праздником! Байрам Менен, Алга, Башкирия! Чтобы поздравить жителей Братской республики, у трибуны выстроилась очередь из российских губернаторов. Рустам Минниханов со свойственной ему иронией произнес речь на татарском языке и подарил руководителю нашего региона портрет просветителя Мифтахиддина Акмуллы. Президент Татарстана заявил, что между республиками нет соперничества, а есть экономическая взаимозависимость. Взаимозависимы. Мы друг друга дополняем. И это очень важно. Мощнейший нефтехимический комплекс у вас, мощнейший у нас. И они тоже не конкурируют, они, наоборот, друг друга дополняют. Глава Свердловской области вспомнил про поражение родной хоккейной команды «Автомобилисты», пожелал юлаевцам выиграть в этом году Кубок Гагарина. Спортивное соперничество не помешало регионам достичь 14 миллиардов рублей товарооборота. А вот Дмитрий Азаров напомнил, что Самарская земля была малой родиной для многих деятелей башкирской культуры. Я здесь и потому, что, конечно, с огромным уважением отношусь к жителям Башкортостана, трудолюбивым,
всегда гостеприимным людям, среди которых у меня очень много друзей. 100 лет Республики Башкортостан, конечно, это великое событие. Не только для вас, это для всей России. Мы прекрасно знаем, что это первая республика, которая официально вошла в состав Российской Федерации 100 лет назад. С Башкортостана, который первым из национальных республик получил автономию, начинается череда вековых юбилеев по всей стране. В следующем году столетие отметит Татарстан. А вот, например, в Удмуртии ждут делегацию из нашей республики на празднование юбилея легендарного конструктора Михаила Калашникова. Я очень рад, что у нас такая череда событий. В этом году у вас столетие, в следующем году столетие государственности Удмуртской республики. В этом году у нас столетие Михаила Тимофеевича Калашникова, и мы еще с вами встретимся в Ижевске, поэтому все только начинается. Полпред президента России в Приволжском федеральном округе связал будущее Башкортостана с его новым руководителем. Неразрешимые на первый взгляд проблемы, по мнению Игоря Комарова, удалось локализовать за считанные месяцы. Мой приход фактически, можно сказать, совпал с приходом Радия Фаритовича. И мне, что импонирует, я здесь с удовольствием действительно бываю, я действительно вижу заботу о людях, и люди болеют за свое дело. Сейчас Башкортостан входит в десятку ведущих субъектов страны. Это труд 4 миллионов его жителей. В республике сегодня ставят амбициозные планы, заявил руководитель региона Радий Хабиров. Но главное, чтобы люди жили в комфорте и продолжали гордиться своей республикой. Конечно, ведущее место. Мы в десятке наиболее экономически развитых регионов Российской Федерации. Плюс мы республика с довольно высоким потенциалом для дальнейшего развития, поэтому у нас впереди огромные планы. Праздничный концерт вобрал в себя соцветие талантов республики. Ветераны театральной сцены сменяли юных и непрофессиональных артистов, которые только начинают свой творческий путь. Классические номера, выступления народных коллективов и эстрадных исполнителей сопровождали новейшие технические решения. Свет и звук, которые использовали постановщики юбилейного шоу, применяют в Кремлевском дворце, Крокус-Сити-холле и спорткомплексе «Олимпийский». Первая автономия – самая большая и многонациональная республика России. Эпитетов о родном Башкортостане можно приводить бесконечное множество. В свою уже вторую сотню наш регион вступает не только с огромными достижениями, но и надеждами на будущее. Идти в ногу со временем и технологиями, сохраняя старые добрые традиции. Максим Окунев, Артур Елаев, Артур Ханов, Азат Ишбулатов. Итоги недели. Документ о создании башкирской автономии был подписан в Москве 20 марта 1919 года, а газета «Известия» опубликовала его 23 числа. И именно эта дата стала считаться днем рождения Советской Башкирии. Один из экземпляров исторического номера, кстати, хранится в Национальном музее республики. На днях с ним ознакомились делегаты Международного форума «Единство, гражданственность, патриотизм». 500 ученых из разных стран мира обсудили историю становления российского федерализма на примере Башкортостана. Ведь именно наша республика стала первой автономией в стране. Азат Садриев углубился в летопись истории. Часы жизни Татьяны Колесниковой отсчитали столетний рубеж. Дата рождения в паспорте 12 декабря 1918 года. Несмотря на почтенный возраст, долгожительница чувствует себя прекрасно. Я и на улицу хожу, и в магазины сама, гостей встречаю и провожаю, все сама. Но время стерло из памяти Татьяны Константиновны, рожденной в Оренбургской губернии, детские годы. Именно в тот период в ныне соседней области происходили важнейшие исторические события. В сложный период гражданской войны в Оренбурге был создан учредительный Курултай башкирского народа, который утвердил провозглашенную ШУРО автономию. Тогда башкирское правительство и войско находились на стороне белых, но разочаровались в политике Колчака, который не признавал национальное образование и автономии. Узнав об этом, лидеры большевиков Ленин и Сталин дали башкирам гарантии полной свободы. После переговоров с советским правительством важнейшее соглашение, положившее начало российского федерализма, было подписано. Публикация об этом вышла в «Известиях» 23 марта 1919 года. Это событие, столетие республики, оно стало событием и для всей страны, потому что это был первый опыт образования, административного образования внутри страны, как автономия, и которая показывала возможности развития внутри страны
когда люди объединены разных национальностей во имя каких-то общих целей. Получив автономию, республика из аграрного региона превратилась в том числе и в промышленный субъект. Началось строительство заводов и фабрик. К значительным переменам привела сталинская индустриализация. В 1932 было открыто Ишимбайское, а в конце второй пятилетки – Туймазинское месторождение нефти. И уже в годы Великой Отечественной войны каждый третий советский танк заправляли топливом, произведенным в Башкортостане. Ужас на немецких захватчиков наводила и легендарная 112-я башкирская кавалерийская дивизия, которая с боями прошла свыше 4000 километров от Дона до Эльбы, освободив по пути сотни населенных пунктов. Рассвет переживает культурная жизнь, возводятся театры и филармонии, башкирские писатели, танцоры и исполнители обретают всесоюзную и мировую известность. Второй век своей истории Башкортостан открывает большой стройкой. Социальные и инфраструктурные объекты возводятся по всему региону. Мосты и водохранилища, спортивные комплексы и детские сады даже в самых отдаленных населенных пунктах. Миллиарды рублей направили на капитальный ремонт медицинских учреждений, в том числе республиканских онкологического и кардиодиспансеров. А дети Стерлитамака дождались момента, когда в городе распахнет двери самая большая школа в регионе. Она рассчитана на 1225 мест. Занятия идут в одну смену. Комплекс оснащен мультимедийным оборудованием, огромным актовым залом и даже лифтами. Сейчас в этой школе обучается всего лишь 700 человек. Но мы полагаем, что к сентябрю эта цифра, конечно, увеличится. И учитывая то обстоятельство, что вот эта часть города сильно развивается, интенсивно развивается, я полагаю, что где-то уже следующий сентябрь они уже примут практически полный потолок. Сотни российских и зарубежных ученых на неделе собрались в Уфе на международный форум, чтобы обсудить историю создания российского федерализма. Первая республика в составе страны стала маяком для других регионов, которые в последующие годы также получили автономию, говорят делегаты. И именно Башкирия стала началом отлаженного механизма создания национального государственного строительства в Советском Союзе. Если мы будем сейчас все больше склоняться, например, к унитарности, если мы будем все время идти к какому-то единообразию, это не совсем, на мой взгляд, продуктивный метод, потому что мы должны услышать всех. Мы должны понимать это многообразие. Я считаю, что ведь сила Российской Федерации в ее многообразии. То, что есть разные люди, разные языки, разные культуры, разные религии. Сегодня в Башкортостане в мире и согласии проживают свыше 100 национальностей. И в честь юбилея своего уже родного дома студенты Стерлитамакского филиала Башгу поздравили республику на 20 разных языках. Поздравляем, любимая республика! Байрам менен күп милләтле Башкортостан. Шәрҗул Алла-Аллан. Ел буена иңгә интирешеп. Основные юбилейные мероприятия прошли в Уфе. Теперь эстафету перенимают другие города и районы. Ровесница республики Татьяна Колесникова, так же как и Башкортостан, встретила праздник во всей красе. Долгожительница присоединилась к поздравлениям и пожелала жителям региона самого главного. Всем здоровья и долголетия, как я, до 100 лет. Азат Садреев, Азат Петров и Владимир Шевчук. Итоги недели. Продолжаем говорить о юбилее республики с историком Рамилем Рахимовым. Рамиль Насибулович, здравствуйте, спасибо, что пришли. Здравствуйте. Итак, Башкирия стала первой советской автономией, да? Вот, на мой взгляд, это очень символично и послужило такой, вехой в истории как Башкортостана, так и всей страны в целом. Согласны? Да, совершенно верно. Дело в том, что она автономией могла быть, могла не быть, потому что об автономии вообще говорили многие национальные партии, правительства того времени, сразу после 1917 года. Но первая реализованная автономия в полном объеме, конечно же, и настоящая автономия, это была башкирская, которая появилась после соглашения советского правительства с башкирским правительством и переходом башкирской армии на сторону Красной армии. Дело в том, что сама советская власть, большевики, они не предполагали вообще идеи автономии. Почему и когда правительство башкирское предложило свои какие-то контакты, сотрудничество в конце 2017 года, да, в конце 17, начале 18 года, они ответили просто тем, что вы националисты буржуазные, вы нам не нужны, и, в общем-то, их арестовали. И потом Дутов освободил, когда был набег на Оренбург, башкирское правительство. А проблема заключалась в том, что у большевиков, они говорили о праве на самоопределение, они говорили об автономии культурной, но не территориальной. А здесь была реально территориальная автономия. Причем с местными институтами эта власть действовала вообще на местах. И, соответственно,
проектов вообще реализации какой-то автономии, каких-то планов у них вообще не было. Они предполагали, что будет мировая революция после гражданской войны, и везде будут созданы такие огромные государства социалистические, будет такая федерация социалистических государств. То есть не до отдельных территорий внутри да, страны, конечно. Да? Но в ходе гражданской войны поменялись мнения, потому что было очень много создано разных национальных правительств, там и украинское, ну, много чего было создано. И в конечном итоге они понимали, что надо победить Колчака, Восточный фронт был очень важен. А тут прошли переговоры, переходит целое башкирское войско на сторону Красной армии. А целый большой регион со своим правительством, своей структурой управления становится советским. И, разумеется, это был прорыв. И так оно и получилось затем. Восточный фронт рухнул, в конце концов, благодаря наступлению Красной армии, это уже летом 19 года, и вышли за Урал, пошли боевые действия в Сибири. Но теперь был подписан договор. И хотя потом, известно, что Ленин называл клочок бумажки, но отказаться от этого не могли. Назад потому что уже не все, он уже подписан, опубликован. И они стали реализовывать вот этот сам механизм национальной автономии. Поэтому на опыте Башкирии, на реализации национальной автономии, собственно говоря, начала строиться вся национальная политика советского государства, идея федерализма в том числе, и она завершится созданием Советского Союза в декабре 22 года, ну а внутри союзных республик мы что видим? Автономия. Это все был опыт, вот тот тяжелый, сложный опыт периода гражданской войны, кровавый опыт, но он спас и башкирский народ, и позволил советскому правительству по-другому отнестись к идеям национального самоопределения народов, территориальных автономий и реализовать эти права. То есть, по сути, на опыте советской Башкирии, да, и строился федерализм. Ну, как всегда, башкиры когда-то добровольно приняли подданство много веков назад, и на опыте взаимоотношений с этим народом, через привлечение в военной службе, они, в общем-то, интегрировали регион и башкирский народ, и потом этот опыт использовался там в отношении народов Сибири, Дальнего Востока и, в первую очередь, Северного Кавказа. Интеграция шла тоже через опыт изучения того, как происходила, значит, интеграция башкирского войска. Это же тяжелые годы становления всей страны, да, и потом еще и Великая Отечественная война, и так далее, и так далее. Вот на ваш взгляд, если отмотать эти 100 лет назад, основные вехи какие? Успешно ли и насколько тяжело интегрировались? Основные вехи очень серьезные. Дело в том, что республика из такой аграрной, в общем-то, преимущественно аграрного региона стала индустриально-аграрной, с аграрным комплексом современным. В очередь индустриальная. Это республика развитая нефтедобыча, нефтепереработки, машиностроения, в первую очередь. Конечно, по-другому стало здравоохранение, появилась наука. Да, появилась культура. Самое главное, сохранен башкирский этнос, башкирский язык, и все народы, которые здесь жили и живут, они все сохранены, живут в дружбе и согласии. Но вот большим плюсом реализации опыта вообще национальной автономии было то, что советское правительство изначально не сделало это какой-то резерват, что вы там что-то не будете делать, вот живите сами по себе. Башкирия участвовала во всех больших советских проектах. Индустриализация, коллективизация, защита Родины в годы Великой Отечественной войны, космический проект, атомный проект. Вот все эти проекты, целина, во всех этих проектах участвовала Башкирия на равных. И вот участие в грандиозных проектах страны, там строительство Байкало-Амурской магистрали в том числе, да, и как раз привело к тому, что Башкирия очень быстро стала развиваться, и получилась та, в общем-то, наша республика, которую мы видим, и которую, в общем, наверное, не узнать по сравнению даже с последними там, 20 лет назад. Да. Это прогресс, это очень хорошо. Ну а что сегодня у нас декларируется, что мы входим в новый век с большим багажом интеллектуальным, культурным и так далее, так далее. Экономический потенциал у нас, да? Как мы будем строить этот золотой век? Я думаю, надо ставить перед собой большие планы, надо вообще стараться реализовать большую задачу. Большая задача объединяет людей, и она позволяет развивать и другие второстепенные направления, но всегда надо ставить какую-то большую задачу. Какая она будет большая задача, что это будет? Ну, наверное, решат там экономисты, политики, у нас люди умные, в общем-то, все это знают, но только большие проекты объединяют и продвигают страну. Это вот понятно, по примеру, там Сингапура, Гонконга даже, Южной Кореи, там, Японии. Только большой проект толкает страну вперед. Это мы все знаем. А другая проблема заключается в том, что мы, когда будем это все реализовывать, у нас есть багаж знаний вот этих прошедших 100 лет, и вот тот институт, который сохранился, Республика Башкортостан, я думаю, это оптимальная форма нашего сожительства, товарищеского, дружеского, братского внутри Российской Федерации, потому что Башкортостан — это неотъемлемая часть Российской Федерации, это российская автономия, и поэтому все эти проекты грандиозные, они будут решаться сообща вместе с Россией, мы, потому что российский народ, мы Башкортостан. Самое главное, что есть поддержка федерального центра и команда, которая знает, как решать эти задачи. Спасибо вам за эту беседу. Спасибо. Это был Рамиль Рахимов. Мы говорили о прошлом, будущем и настоящем нашего региона.
Идем дальше. Эта неделя прошла не только на волне торжеств и праздничных событий. Пока жители республики встречали юбилей, власти развивали внешнеэкономические связи. В Уфу прибыли послы Белоруссии, Вьетнама, Турции, Арабских Эмиратов. С последними договорились открыть филиал УГНТУ на берегах Персидского залива. Партнеры из Юго-Восточной Азии намерены увеличивать объемы импорта и экспорта. А с братской Белоруссией подписан договор об углублении сотрудничества. Оно, конечно, и так развивается. Товарооборот в прошлом году достиг почти 700 миллионов долларов США, что в 1,5 раза превышает показатели 2017-го. Но на бумаге намерения все же закрепили. Все подробности у Равиля Ватолина. Уточнение деталей, внесение корректировок в совместный проект. Студенты Уфимского нефтяного университета в режиме онлайн ежедневно общаются с коллегами из десятка стран мира. Вместе молодые исследователи создают проекты для мировых нефтегигантов. Однако признаются, с реализацией бывают проблемы, ведь выехать на место им удается лишь по программам международного обмена, а их не так много. Сейчас у нас появилась возможность реализовать свои идеи, свои способности, и это помогает нам готовиться к будущему карьеру. Выпускники Уфимского вуза буквально на расхват. Власти нефтедобывающих стран не первый год ведут разговоры о открытии зарубежного филиала нефтяного университета. Однако первым он, видимо, появится в Арабских Эмиратах. Намерение об этом на встрече с Радием Хабировым в Уфе подтвердил посол Исламской Республики. Наши компании постоянно нуждаются в высококвалифицированных кадрах. Уфимский университет готовит великолепных специалистов. Именно поэтому мы хотим, чтобы у нас в стране появился филиал вуза. Мы уверены, что факультеты будут загружены. И возможность открытия филиала мы сегодня обсудили с властями Башкортостана. В ближайшее время в Башкортостане могут открыть завод по сборке и выпуску коммунальной техники, пылесосы, снегоуборщики, поливальные машины. Потребность таких авто в регионе огромная. При этом интерес к закупкам выражают и соседние субъекты. Ради Хабиров договорился с послом Белоруссии, что две республики создадут совместное предприятие. Документация, которая у нас наработана, самая разная документация и так далее, отдать ее бесплатно для того, чтобы, значит, вы уже на месте производили уже окончательном виде машин, мусоровоз. То есть наше шасси, ваша надстройка. И это благо для вас и для нас, потому что для нас это благо, что нам какая разница, поставить или одно шасси, или поставить грузовик бортовой. Почти одинаковая цена, одна и та же цена. Да? А для вас благо, что вы создали рабочие места, вы еще локализацию плюс 50%, это и налогоплательщики, и все остальное. Нарастить сотрудничество с Башкортостаном готовы и турецкие партнеры. В первую очередь иностранным инвесторам интересна сфера туризма и строительства. Посол Турции отметил, товарооборот между сторонами начал расти. В прошлом году он достиг отметки в 240 миллионов долларов, однако потенциал гораздо выше и должен исчисляться миллиардами. Строительные компании Турции считаются одними из лучших в Европе. Свои технологии по ряду направлений мы готовы предоставить бизнесу в регионе. Также нам интересно сотрудничать и в туризме. Россияне у нас отдыхают часто. Нужно, чтобы и наши туристы приезжали в Башкортостан. Чтобы привлечь еще больше инвесторов в республику, в Башкортостане решили создать и особую экономическую зону. Ради Хабиров уже обратился к Дмитрию Медведеву с просьбой создать ее в Ишимбайском районе. Резидентам здесь предоставят не только инфраструктуру, но и освободят от ряда налогов. Основные характеристики так называемого налогового офшора Ради Хабиров в Уфе обсудил с полномочным представителем президента России в Приволжье. Игорь Комаров отметил, инициатива хорошая, но главное качественно отработать заявку и к осени направить ее в Минэкономразвития. А уже к началу следующего года документ могут утвердить на уровне федерального правительства. Я думаю, своими докладами и во время обсуждения мы доказали целесообразность создания особой экономической зоны, поскольку, несмотря на то, что в республике в последние годы создается такая целостная система поддержки инвесторов, мы не удовлетворены динамикой или объемом инвестиций в экономику республики. Всего за последнюю неделю Ради Хабиров провел ряд встреч с иностранными делегациями и руководителями дипломатических миссий. И, скорее всего, такие контакты уже в ближайшее время перерастут в стратегическое партнерство с многомиллионными инвестициями. Равиль Ватолин, Артур Елаев. Итоги недели. Уфа. На неделе агентство по страхованию вкладов начало выплачивать возмещение клиентам Роскомснаббанка. Получить деньги можно в отделениях Сбербанка и Уралсиба по всей республике. Сумма, на которую могут рассчитывать вкладчики, 1 миллион 400 тысяч рублей. В кредитных организациях успокаивают, все владельцы счетов получат свои деньги, равно как и индивидуальные предприниматели, работавшие с банком. А вот гражданам, имеющим кредиты, не стоит думать о том, что их долги простят. Итоги недели разбирались в нюансах.
первый день выплат у главного офиса Уралсиба в Уфе немноголюдно. В фойе ажиотажа тоже нет. Большинство посетителей пришли забрать свои деньги, которые хранили в уже не действующем Роскомснаббанке. Депозит, он очень был удобный, Роскомснаб. Я каждый месяц получал свою сумму накопления. Соответственно, я и пользовался как пенсионер. Мне было очень удобно. И через 6 месяцев, обычно 6 месяцев страховали, самый большой подъем процента. Через 6 месяцев я получал свою сумму. Часть клиентов Роскомснаббанка, у которого отозвали лицензию, обслуживает Уралсиб. В связи с этим офисы компании перешли на усиленный режим работы. Удлиненное рабочее время. Теперь наши офисы эту неделю работают до 21:00, включая субботу до 16:00. Мы выделили дополнительные окна для того, чтобы наши вкладчики комфортно, быстро могли получить возмещение. Все это позволило избежать очередей и недовольства клиентов, ведь наплыв вкладчиков в первые дни всегда высок, как и отток наличных средств из хранилищ банков контрагентов. Исходя из этого, мы подкрепили, конечно, гораздо больше, чем необходимо. Сегодня в течение дня, если будут такие ситуации происходить, всплески какие-то по выплатам, да, то есть если люди будут нуждаться в том, чтобы на большем количестве их подкрепить, наши службы инкассации, в общем-то, готовы подкрепить. Вкладчиков Роскомснаббанка между контрагентами разделили поровну. Сбербанк обслуживает тех, чья фамилия начинается с буквы А и до О. Остальным средства выплачивает Уралсиб, но это только по Уфе и Уфимскому району. По Башкортостану распределение иное. Точную информацию следует уточнить на сайте агентства по страхованию вкладов или по телефонам горячей линии. Не менее важный вопрос – это долговые обязательства клиентов Роскомснаббанка. Говоря проще, если у вас есть кредит в банке, который потерял лицензию, выплатить его придется в полном объеме. Починив в БОЗе не освобождают гражданина от выполнения взятых на себя финансовых обязательств. Говоря по-русски, как платили, так и платить. В тех же объемах, в те же указанные сроки. Единственный вопрос, который может возникать, по каким конкретно счетам и в какую организацию. Одним словом, больших неудобств для жителей республики уход Башкирского банка с финансового рынка не доставил. Деньги вкладчикам будут выдавать в течение года. Для этого нужен лишь паспорт. Предпринимателям, которые вели дела через Роскомснаббанк, тоже не составит труда получить средства. Предприятия-держатели зарплатных проектов или получатели пенсий имеют равные права со всеми клиентами и в любой момент могут получить свои деньги без потери времени и нервов. Добавлю, что слухи о возможных проблемах застройщика «Первый трест» в связи с отзывом лицензии у Роскомснаббанка не подтвердились. Руководство компании в интервью нашему телеканалу сообщило, что никаких финансовых проблем у девелоперов нет. Средств на счетах уполномоченных банков достаточно для завершения строительства всех объектов. Я напомню, что «Первый трест» реализует проекты «Уфимский Кремль», «Искра», «Успенский» и «Биосфера», общий объем жилья которых равен 166 тысячам квадратных метров. Идем дальше. В России могут появиться виртуальные сим-карты. Они дадут возможность привязывать к одному мобильному телефону сразу несколько номеров. Такая система уже работает за рубежом. Чтобы внедрить ее в нашей стране, необходимо создать нормативную базу и внести некоторые поправки в законодательство. Все подробности в репортаже Руслана Батыргареева. Два телефона, в каждом по две сим-карты. Неудобно, конечно, но работа вынуждает иметь сразу несколько номеров. Резида Зиганшина риэлтор. В день ей приходится делать иногда по 100 звонков. Удобно, если бы все симки у меня были бы на одном телефоне. Но приходится так, один телефон отключаем, второй берем, работаем, отвечаем на звонки. Подключиться с одного телефона сразу к нескольким операторам вполне реально, но пока эта система действует лишь за рубежом. Однако экономисты уверены, скоро ноу-хау дойдет и до нашей страны, учитывая, какими стремительными темпами развивается технология eSIM. Если к началу 2018 года числилось всего 10 операторов во всем мире, то на сегодняшний к концу 2018 года этих операторов было порядка 50. Россия не может остаться вне этого поля. Рассматривается операторами основными возможность применения, перехода, использования виртуальных сим-карт. Обычная сим-карта – это модульный чип. Вы вставляете его в телефон и пользуетесь сетью. А eSIM – это уже встроенный программируемый чип. По сути, это сим-карта, по своей сути. Она уже заранее вшита в микросхему с телефона. То есть, соответственно, размер ее гораздо меньше.
Поэтому то есть, в одном телефоне там можно иметь сразу доступ к нескольким операторам. Встроенный чип делает ненужным использование обычных сим-карт. Вся необходимая информация хранится на устройстве и загружается на него удаленно, через интернет. Чтобы подключить услугу с помощью eSIM или изменить оператора, человек может просканировать QR-код или скачать приложение. Тогда новый номер запишется, собственно, на устройство, и фактически работа начнется с выбранным оператором и с выбранным номером на ваше усмотрение. Есть у новой технологии свои недостатки для операторов сотовой связи. Например, верификация. Обычная симка является уникальным идентификатором абонента с привязкой к его паспортным данным. Тем не менее, прогресс не стоит на месте. Вот уже есть телефоны айфона, которые поддерживают уже виртуальные сим-карты. Электронные или виртуальные сим-карты были разработаны в 2014 году, после чего их активно продвигали такие компании, как Apple и Samsung, а также японские операторы связи. Технология eSIM очень удобна при краткосрочных поездках за границу, говорят специалисты. Без похода в салон связи человек может быстро переключиться на местного оператора. В России над созданием нормативной базы для внедрения так называемых виртуальных сим-карт сейчас работает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Как будет функционировать технология eSIM в нашей стране, пока неизвестно. Операторам еще предстоит протестировать технические возможности, изучить правовые и организационные аспекты внедрения, а чиновникам, в свою очередь, подготовить изменения в законодательную базу. Руслан Батыргареев, Дан Хамитов и Роберт Давлетбердин. Итоги недели. Уфа. Новым прокурором Башкортостана станет Камиль Кашаев. Его кандидатуру, выдвинутую генпрокурором России Юрием Чайко, согласовали на внеочередном заседании регионального парламента. В нем принял участие временно исполняющий обязанности главы республики Ради Хабиров. Выступая перед депутатами, Камиль Кашаев поблагодарил за доверие и отметил, что в случае утверждения его на эту должность указом президента страны будет уделять внимание борьбе с коррупцией, незаконной вырубке леса, пресекать правонарушения в области строительства. И, конечно же, в сфере соблюдения прав жителей Республики Башкирия в трудовом законодательстве, то есть своевременная выплата заработной платы. Контрольно-счетную палату возглавил Константин Шагимуратов. Его кандидатуру на эту должность выдвинул Ради Хабиров и утвердил парламент республики. Константин Шагимуратов пообещал сделать работу ведомства прозрачной, понятной, а сама деятельность палаты будет направлена на устранение незаконного расходования бюджетных средств. Его кандидатура была рассмотрена на всех профильных комитетах, в том числе в профильном комитете по бюджету, которому он будет подотчетен, и на президиуме Государственного собрания, и сегодня уже на пленарном заседании. То есть большинство вопросов, которые имели депутаты, кандидату на должность, они все уже на профильных комитетах были заданы, отвечены, и поэтому сегодня в соответствии с законом мы выносим на общее голосование на пленарном заседании. Теперь о хоккее. Салават Юлаев вышел в финал Восточной конференции чемпионата КХЛ. Во втором раунде Кубка Гагарина повержен Автомобилист. Причем юлаевцы выбили запасного фаворита с большим запасом прочности. И теперь готовятся сразиться в финале с Авангардом. Игра уфимцев — украшение плей-офф, сходятся во мнении эксперты. Хотя до начала игр на вылет в унисон прогнозировали вылет Салавата в первом раунде. Сразу несколько губернаторов поздравили уфимцев с выходом в финал 4. Но в стане команды, как убедился Артем Котишев, эйфории нет. Оно и верно, впереди главные игры в борьбе за кубок. Мы выходим в финал Восточной конференции. Ребята настоящие герои. Самые оптимистичные прогнозы оправданы, скептики посрамлены. Салават Юлаев давно так не удивлял. Но уфимцев не ставили еще в серии с Металлургом. На победу в 5 матчах над лидером конференции мало кто рассчитывал. Эксперты, предрекавшие Салавату крах, вынуждены менять точку зрения. В частности, вот что говорил в интервью нашему телеканалу перед плей-офф журналист Спортэкспресса Михаил Зислис. Я, честно, не верю в Салават. Единственное, что может помочь, это вратарь. Сейчас из уст эксперта можно услышать диаметрально противоположные вещи. Я верю теперь в Салават, переобулся на лету, на ходу. Просто мне понравилось, что команда, она прибавляет. Победа Салавата стала хорошим подарком республике на ее 100-летний юбилей. Руководители федеральных органов власти и главы регионов, гостившие в Уфе, в субботу наперебой поздравляли клуб и желали дальнейших побед. Не могу не отметить неоднократные победы хоккейного клуба «Салават Юлаев». Я
сегодня здесь, на этой сцене, точно должен поддерживать Салават Юлаев. Хотя всю жизнь болею за ЦСКА. Пусть в этом году выиграет Салават Юлаев. Алга, Салават Юлаев, Алга, Башкортостан. Там, где лисы, там и лоси. Опытный охотник Тему Хартиканин в очередной раз взорвал медиапространство. На этот раз выложив в Инстаграме фото с убитым лосем, талисманом клуба из Екатеринбурга. Сейчас у нас будет неделя на отдых, потом снова в бой. Я верю в нашу команду. Я надеюсь, мы выбьем Омск. Это будет очень сложно. Мы сделаем все, чтобы достичь этого. Юлаевцы действительно не намерены почивать на лаврах. Игроки и тренеры были искренне удивлены масштабной встречей команды в аэропорту. Болельщики заполнили собой все свободное пространство воздушной гавани. Облегчения никакого нет, только единственное, что вот встретили, как будто мы уже Кубок Гагарина выиграли. Вот это вот чуть-чуть удивило. Новая цель – победа над «Авангардом» в финале Востока. Несмотря на последние успехи, Салават все равно не называют фаворитом. Уфимцам в третий раз кряду предстоит доказать, что преподносить сюрпризы – это юлаевский стиль. Артем Кочешев, Эдуард Гайнанов. Итоги недели. Накануне 250 детей из Сибая прилетели из Республики Крым. Это вторая группа ребят, отдохнувшая на курортах полуострова. Всего в санаториях Южной Республики здоровье поправили 500 ребят из столицы Зауралья. Все расходы по лечению взяла на себя принимающая страна, а транспорт предоставлен за счет УГМК. Двухнедельный отдых в Евпатории дети запомнят надолго. Экскурсии, конкурсы, концерты и, конечно же, берег Черного моря. Хотя учебники, чтобы не отстать от школьной программы, ребята взяли с собой, чтобы заниматься на отдыхе. На центральной площади города детей встречали живой музыкой, разноцветными шарами, цветами, конфетами и даже устроили праздничный салют. Там было очень классно, там снега почти не было. Вот. Там почти чисто природа. Вот. Показывали почти каждый день фильмы, мультфильмы и были дискотеки. Надолго запомнишь? Да. Сегодня дан старт настоящей конной эпопеи. Ее начали 40 жокеев-любителей на ипподроме Акбузат, где состоялись первые в республике и в своем роде скачки. Почти все места в зрительной зоне были заполнены, и победители первого этапа конного дерби определили как раз сегодня. 11 октября они поборются за звание абсолютного чемпиона этого сезона. Слово Динаре Таймасхановой. В принципе, к старту уже готовы. Лошади вчера нервничали, сегодня уже более-менее поспокойнее. К стартам на беговой дорожке десятилетнего скакуна Гавиала готовят тщательно. Чистят щеткой и расчесывают гриву. Он, как и еще 8 лошадей, представляет команду Дуванского района. В конном дерби они будут состязаться между собой. Ильдар Нургалеев, жокей-любитель, но в Уфу приехал только за победой. Всегда надо разговаривать с лошадью, что-то ей говорить. Даже по скачке едешь, разговариваешь с лошадью, чтобы он себя чувствовал спокойно. Тут все ехали как бы за победой, все едут за победой, я так думаю. Снежный покров для забегов не помеха. Ромашку, лошадь башкирской породы, коневод из Альшеевского района, готовят круглый год. Его скакун, столица республики, впервые. Волнение от переезда уже улеглось. А вот фыркает ромашка только в хорошем настроении, отмечает жокей. Готовность у нас на 100%. Там посмотрим по скачкам, как получится. А настрой-то есть? Настрой есть. На первое, на второе место. И если на улице температура воздуха чуть выше нуля, то в фойе ипподрома замерзнуть не получится. Башкирские танцы под мелодии курая. Организаторы скачек спортивные состязания превратили в настоящий праздник. Изделия ручной работы и национальная кухня. На выставке каждая команда готова удивить гостей. И здесь сегодня на ипподроме Акбузат собрались 4 района. Это Альшеевский, Абсилилский, Дуванский, Баймакский, которые представили не только скачки лошадей своих, но и представили культурное наследие свое, выставки. Почти все места на трибунах заполнены, а это 3000 поклонников конного спорта. И хотя скачки неофициальные, такого ажиотажа, отмечают организаторы, не было давно. Соревноваться между собой жокеи будут до конца сентября, чтобы в большом финале определить лучшего. Мы все делаем для того, чтобы это был сегодня дан старт турниру, который будет проходить регулярно. То есть мы говорим о том, что 12 этапов в году, и это будет проходить ежегодно. Задействованы будут все районы Республики Башкортостан в этом мероприятии.
Ильгам, смотри, как правильно проходить повороты, ладно? 9-летний Ильгам Тагиров внимательно смотрит на своих конкурентов. Соревноваться с матерыми жокеями ему предстоит впервые. Самый юный участник скачек в Уфу приехал в сопровождении мамы и папы. Держать равновесие на коне Ильгам научился почти сразу, как начал ходить. У абзелиловцев своя фишка в обучении. На лошадях они без седла. Я верю в своего коня, и я уже почти научился. Я уже 5-й раз участвую в скачках. Дистанция забега 1400 метров. Это один полный скаковой круг. В каждом заезде определяется 2 победителя – чемпион и серебряный призер. А уже из 8 лучших жокеев выявится тот, кто 11 октября, в День Республики, поборется за звание абсолютного чемпиона сезона. Уверенность в победе жокея из Дуванского района Ильдара Нургалеева не подвела. 8-й забег самый сложный. Свое мастерство нужно показать на незнакомой лошади. На какой определила жеребьевка. Ильдару досталась лошадь столичного конезавода. Он и стал лучшим жокеем среди 4 муниципалитетов. Финал республиканского забега в октябре. Так что большой конный праздник еще впереди. Динара Таймасханова, Артур Ханов, Владимир Шевчук. Итоги недели. Группа «Аргымак» завоевала гран-при в номинации «Этномузыка» на международном фестивале «Вселенная кочевников». На масштабный конкурс Саудовской Аравии собрались представители 100 стран. Согласно правилам, каждый участник должен был подготовить полноценную программу, отражающую историю, культуру и быт своего народа. Делегация от каждого государства представила не менее 5 выступлений продолжительностью 15-20 минут. «Аргымак» покорил жюри уникальным звучанием, разнообразием стилей. Древние башкирские песни прозвучали на сцене как в классическом исполнении, так и в современной интерпретации. Группа улетела сразу же после награждения, отказавшись от личного приглашения короля Салмана ибн Абдул-Азиза, чтобы успеть выступить на столетие нашей республики. Мы ехали не как отдельный коллектив, а мы ехали как представители нашего народа. Мы делали это для истории, для той истории, которую вершили наши выдающиеся предки. То есть мы нашу победу посвящаем нашим предкам, нашему будущему поколению, чтобы выросли батыры, которые были бы всегда победителями. То есть мы привезли это как подарок к столетию нашей республики. Поэтому здесь нет отдельных каких-то мы. Мы лишь только представители, маленькая частичка нашего огромного народа. Такой была эта неделя. Побольше бы таких. Я желаю вам хорошего вечера и до встречи в эфире.